Социально-экономическое развитие СКФО обсудили на видеоконференции с участием зампреда правительства страны Юрия Трутнева. Липучка или шипованные колеса – неважно. Большинство автолюбителей после первого же снега массово атакуют шиномонтажки. Никаких сюрпризов. Зима по расписанию. Водители и коммунальные службы к гололеду должны быть готовы. Поздравляю всех педиатров. Самая хорошая, Хакима тоже самая хорошая. Нет профессии важнее, чем лечить больных детей. Сегодня Международный день педиатра. Теперь на территории родника можно не только выпить чистую воду, но и провести свой досуг. Кстати, вода здесь холодная круглый год. Источник силы. В Гамурзееве завершена реконструкция старинного родника. Проект «Городская среда» в действии. Первоначальный этап подготовки моста прошел в Москве и затем уехал в Америку, один из самых лучших залов мира. В ближайшие несколько недель болеем за наших боксеров и файтеров. Начинаем уже сегодня. Здравствуйте, это новости 24. Махмуд Али Калиматов в режиме видеоконференции принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством зампреда правительства страны Юрия Трутнева. Обсудили состояние и проблемы развития топливно-энергетического комплекса. Также участниками заседания рассматривались механизмы поддержки инвестпроектов, реализуемых в регионах СКФО. Так, в республике в рамках реализации инвестиционной политики для социально-экономического развития региона в 2021 году планируется сократить сроки получения разрешительных документов для субъектов, реализующих инвестиционные проекты на территории региона, защиты вложений и многое другое. Также Минэкономразвития Ингушетии разрабатывает индивидуальную программу развития реального сектора экономики республики на 2021-2025 годы с включением перспективных инвестпроектов для региона. Уже подготовлено около 20 предложений для включения в данный перечень. Необходимо отметить, что руководством региона при оказании поддержки предпринимателям поставлены в приоритет такие меры, как отсутствие задолженности по налогам и сборам, а также создание новых рабочих мест. Кроме того, Минтруда республики проводит работу по подбору персонала для нужд инвестиционных проектов из числа стоящих на учете безработных. Сегодня тетя Аиша Ажигова и ее сожителю Сунжинский районный суд вынес приговор. История 7-летней девочки 1,5 года назад всколыхнула всю страну. От родственников ее забрали покалеченной. Дело велось под личным контролем главы региона и детского омбудсмена России Анны Кузнецовой. Подробно о мере наказания и судьбе девочки расскажет Диана Дударова. С июля 2019 года Мака Ганиева, обвиняемая в истязаниях Аиши Ажиговой, находится под стражей. Ее задержали сразу после поступления девочки в Республиканскую детскую клиническую больницу. На теле Аиши не было живого места от побоев, укусов и ожогов. Вскоре ее перевезли в НИИ детской хирургии и травматологии имени Рошаля. Несмотря на старания лучших врачей страны, ребенку пришлось ампутировать часть правой руки. Ну а сегодня женщине, по вине которой Аиша навсегда осталась инвалидом, вынесут окончательный приговор. Последнее слушание по делу проходит в Сунжинском районном суде. На закрытое судебное заседание доставили обвиняемую Маку Ганиеву. Вы понимаете, какой вред вы нанесли? Вы жалеете о содеянном? В совершении преступления обвиняют также и сожителя Маки Ису Марзиева. Сегодня он тоже на последнем заседании. В ходе следствия находился под подпиской о невыезде. Показания против него дала не только девочка, но и сама Мака. Малолетняя Аиша проживала с тетей и ее сожителем под одной крышей больше года. Это время для девочки стало жестоким испытанием. Поначалу женщина, пытавшая Аишу, отрицала свою вину. С ее слов все травмы ребенок получил сам. После возбуждения уголовного дела все-таки признала, что избивала Аишу. Однако обвиняемый Иса Марзиев свою вину и причастность до сих пор отрицает. Ганиева Мака, скажем так, не захотела одна идти по этому делу, и, соответственно, она дала показания против своего сожителя.
По словам представителей Следственного комитета, расследование было морально тяжелым. Вина Маки и Исы, заявляют, была очевидна. Но сотрудники провели большую работу по установлению всех обстоятельств дела. Социальная справедливость восстановлена спустя 2 года. Итоговый вердикт о виновности озвучен. Суд приговорил Маку Ганиеву к 6 годам реального лишения свободы общего режима, а ее сожителю Исе Марзиеву дали 2,5 года в колонии строгого режима. Осужденный заключен под стражу в зале суда. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом А части 3 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью группы лиц по предварительному сговору. Следствием и судом установлено, что осужденная в декабре 2018 года поселила 7-летнюю племянницу по месту своего жительства в городе Сунжи, где она проживала с сожителем и двумя своими малолетними детьми. В период с декабря 2018 по июль 2019 года родственница ребенка и ее сожители систематически истязали девочку, в том числе из-за совершения незначительных провинностей. В результате действий злоумышленников здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. Предъявленное обвинение нашло своего подтверждения в судебном заседании совокупностью представленных государственным обвинителем доказательств с учетом позиции государственного обвинителя, а также личности подсудимых, с учетом материала уголовного дела, суд вынес приговор. В своих показаниях осужденные толком не смогли объяснить, чем вызвана жестокость в отношении девочки. Побои оправдывают балованностью ребенка, несоразмерность причиненного вреда и ее поведение доказывают, конечно, эти видео. Шоколад. Посмотри отсюда, вот это рубцы все. Осужденная Мака Ганиева, родная тетя Аиши Ажиговой, после вынесения приговора не может сдержать эмоции. На вопросы журналистов отвечать не стала. Ну, вы так поступали? Пару слов можно. За все это время не хотелось попросить прощения у девочки? Сделали? Вы ничего не делали? А кто тогда издевался над ребенком? Защита Исы Марзиева не считает вынесенный приговор справедливым. Адвокат отмечает, что его подзащитным вина не признана. И сам обвиняемый насилие над девочкой не применял. Вот как вам объяснить, исследованными в ходе судебного следствия доказательствами вина его не подтвердилась. То есть обвинительный приговор построен на ярко выраженных противоречивых показаниях как потерпевшей, так и обвиняемой Ганиевой Маки. Правда, потерпевшая сторона отмечает, что вина сожителя Маки Ганиевой была доказана следствием. Это подтверждают и показания малолетней Аиши. Данный приговор мы считаем мягким. Преступление в отношении нее, жестокое преступление, как я хочу заметить, совершали как сама Ганиева, так и Марзиев. В связи с этим считаем, что вина вышеуказанных лиц в совершении инкриминируемого преступления доказана. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступного деяния обвиняемым назначено наказание. Однако гособвинение запрашивало для тети девочки по отцовской линии 8 лет колонии общего режима, а для ее сожителя 8 лет строгого режима. Аиша тем временем продолжает проходить реабилитацию. С ней до сих пор работает целая команда специалистов. Сейчас девочка проживает с биологической матерью и родными братьями. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24. 73 случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Ингушетии за сутки, по данным оперативного штаба. За все время пандемии в республике заразились 8696 человек, выздоровели 7325. Сотрудники Роспотребнадзора продолжают проводить рейды по торговым точкам региона. Одна из таких проверок на соблюдение мер безопасности в условиях эпидситуации прошла в Сунже. Сюжет Хавы Газиковой. Сунжский торговый центр стал первой точкой проведения рейда, но проверять сотрудникам Роспотребнадзора оказалось некого. Здесь обычно всегда многолюдно, но сегодня в рабочий день двери практически всех магазинов закрыты. Заботливо развешенные памятки с мерами безопасности в условиях эпидситуации. Может быть, торговли нету, может быть, просто режим какой-то у них свой особенный. Как бы это пока неизвестно. Ну... Я точно не предупреждал, и мои сотрудники точно не предупреждали.
А вот в этом магазине работают в штатном режиме, но с соблюдением всех предписаний. Маски, антисептики и дезсредства в наличии. Однако без нарушений не обошлось. Маски есть, антисептики Да. есть. А где ваша социальная разметка? Вот это мы сейчас будем поднимать вопрос. По крайней мере, до сих пор нам об этом не говорили. Если здесь о социальной разметке не слышали, то к этой аптеке такое оправдание уже неприменимо. Роспотребнадзор наведывается сюда уже не впервые. Ранее специалисты уже составляли административные материалы в отношении учреждения, которые потом передали в суд. Нарушения заключались в том, что не было разметки, не был вывешен знак с предупреждением о соблюдении масочного режима, и с антисептиками был у нас вопрос. Но здесь мы видим эффективность применения и возбуждения материалов, то есть люди после того, как уже, к сожалению, после того, как был возбужден материал, они все эти нарушения устранили. Не обходится без нарушений со стороны самих потребителей. Легкий протест относительно масочного режима еще актуален. Часто отказываются от средств защиты те, кто находится в группе риска. На вопрос к пожилым лицам, не боятся ли заразиться, отвечают: предотвратить легче, чем лечить. За последний месяц сотрудники Роспотребнадзора передали в суд 3 административных материала, где и будет принято решение об ответственности за несоблюдение санитарных правил. В зданиях и территориях и индивидуальных предпринимателей, которые вывесили объявление о соблюдении масочного режима, поставили антисептик, они могут не сделать разметку. Если сделана разметка, то может не быть антисептика или нет средств для уборки помещений. То есть частичные нарушения есть. В отношении таких мы стараемся предупреждать их. Если исправляются, то они как бы просто дальше работают в таком режиме, то есть с соблюдением этих мер. Сотрудники Роспотребнадзора проводят такие рейды постоянно. Специалисты надеются, что, может, в следующий раз, подготовившись и освежив в памяти все рекомендации, продавцы магазинов и аптек все же откроют свои двери для проверки. Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24. Настоящая зима уже проверила на готовность регионы России. Сейчас самое время автовладельцам сменить летнюю резину автомобилей на зимнюю. Не стоит оттягивать эти хлопоты до последнего. Готовы встретить непогоду и коммунальщики. Репортаж Микаила Тангиева. Зима близко, а значит, многие водители уже задумываются о смене летней резины. Липучка или шипованные колеса – неважно. Большинство автолюбителей после первого же снега массово атакуют шиномонтажки, теряя драгоценное время в очередях. О том, что пора переобуться, напомнит термометр. Оптимальное время для замены шин, когда среднесуточная температура около плюс 7 градусов. До начала зимы 10 дней. Заморозки ощутимы пока только ночью. Гололеда как такового еще не было. Но переобуться водителям надо бы заранее. Иначе риск потерять контроль над автомобилем высок. Ингушские водители о посещении шиномонтажной задумываются постфактум. Липучка, да? Ханцхут есть, ахет чуя, шарж, мелважный, ахет. Анцехит чфула, ахет. Цехит авариш хук. Авариш халху. Авоглот. Хит багада аварин нест кезга хуке. Дистанция дикаватич. Дикахудоса, хапсон. Метель, гололед, пробки и другие особенности зимы ждут вскоре ингушских автолюбителей. Движение в холодную погоду на дорогах облегчает работа коммунальных служб. К примеру, в Назране несколько единиц техники уже готовы выехать на улицы города, чтобы очистить их от снега и посыпать песчано-соляной смесью. Основные улицы, смотря когда он выпадет. Если он ночью, то мы сразу ночью выезжаем. Если уже под утро, то сразу же под утро. Ну, заранее иногда МЧС предупреждает, они уже звонят, говорят, что завтра выпадет снег. Обычно мы сразу вот эти центральные улицы осыпаем, а уже к утру, я говорю, школы, парки, где пешеходы, это уже днем бывает. Службы ЖКХ, как всегда, в полной боевой готовности, но водителям и пешеходам тоже нужно быть предельно внимательными в морозные дни. По прогнозам синоптиков, погода на этой неделе может резко ухудшиться. Объявлено штормовое предупреждение. В Республике Ингушетия ожидается очень сильный ветер с порывами от 30 до 32 метров в секунду. Также у нас на выходные дни прогнозируется погода облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гора со снегом.
В зимнюю пору автолюбители просят быть особенно бдительными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие правила дорожного движения. Главное – избегать быстрого торможения, резких маневров на поворотах и бережно относиться к пешеходам. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. В рамках реализации нацпроекта «Демография» в текущем году в Ингушетии планируется ввести в эксплуатацию 11 новых детских садов с общей проектной мощностью 2420 посадочных мест. Открытие объектов дошкольного образования позволит частично решить проблему нехватки мест в детсадах путем сокращения общего числа очередников. В настоящее время их количество в регионе составляет 5000 человек. Нацпроект также включает в себя 5 федеральных проектов, которые планируют завершить к 2024 году. И укольчик может сделать, и вопрос решить со сном. Педиатры сегодня отмечают свой профессиональный праздник. День детских врачей тесно переплетается со Всемирным днем ребенка. И это символично. Представители самой гуманной и сложной профессии принимают сегодня поздравления на рабочем посту. Сюжет Амины Боковой. У маленькой Софии по расписанию просмотра мультфильмов. Все медицинские процедуры на сегодня завершены. Обеденные лекарства выпиты, а значит, можно отдыхать. Детский стационар Сунжской больницы больше напоминает летний лагерь для ребят. Соседи по палате сдружились, играют вместе, веселятся и, конечно же, лечатся. Во Всемирный день ребенка маленькие пациенты поздравляют друг друга и желают всем детям мира, прежде всего здоровья. Поздравляю всех детей. Желаю здоровья и счастья. Всемирный день ребенка по праву считается праздником добра. В этот же день свой профессиональный праздник отмечают и врачи-педиатры. По словам многих родителей, эта праздничная параллель символична. Ведь что может быть важнее для малыша, чем его здоровье? А кто лучший специалист, которому мамы доверяют свою кроху? Конечно, врач-педиатр. Вот так идут по жизни рука об руку. И даже праздник отмечают в один день врачи и их маленькие пациенты. Поздравляю всех педиатров. Самая хорошая, Хатима тоже самая хорошая. Педиатр – первый врач в жизни человека. Он следит за здоровьем и развитием ребенка, начиная с младенческого возраста и заканчивая юношеством. Чтобы стать хорошим специалистом, помимо профессиональных навыков, знаний и опыта, необходимо в первую очередь любить детей, считает Фариза Мархиева. Девушка только недавно окончила медицинский вуз и начала работать детским терапевтом. Получить расположение маленьких пациентов гораздо сложнее, чем взрослых людей, рассказывает врач. Мне кажется, в работе с детьми важно оставаться ребенком самому, потому что когда ты к ним тянешься, больше улыбаешься, они бывают какие-то милые и стараются тебе понравиться. А главной моей задачей стараться понравиться им в большей степени, чем они мне. Вот, наверное, единственное различие, и уметь слушать, потому что дети, особенно маленькие, это не те, кто расскажут тебе, что у них, как болит, это просто плачущий человечек, который к тебе пришел. И ты как-то сам должен понять. Работа любого из педиатров со стороны может показаться целым театрализованным представлением, где детям отведена главная роль. Ребята капризничают, не хотят принимать лекарства, а на указы родителей плачут и обижаются. Тут врачу нужно проявить определенные качества, как терпение, тактичность и большая сдержанность. Для меня сложности только родителей детей, потому что такая гиперопека, и я понимаю, они нервничают из-за детей. Всемирный день ребенка и День педиатра отмечают в более 130 странах мира. Праздник учредила Генеральная ассамблея ООН, чтобы привлечь внимание к проблемам детей, их здоровью и помощи, которые им требуются, и сколько сил тратится педиатрами для того, чтобы эту помощь оказать. И хотя Генеральная ассамблея предложила выбрать каждому государству дату празднования самостоятельно, Россия, как и еще 129 стран, празднуют День педиатра именно сегодня. А все потому, что 20 ноября 1959 года была принята Декларация прав ребенка, а еще 30 лет спустя – Конвенция прав ребенка. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24. Важно помнить истории судеб людей, которые пережили испытания не только в масштабах семьи, но и стали свидетелями исторических событий отчизны. Малай Хасеев – участник гражданской и Великой Отечественной войн. Его уже давно нет в живых, но потомки подробности его биографии собирают по крупицам. Сохранилось лишь одно фото. Дана Приева расскажет.
Покой на кладбище рядом с другими родными и близкими Малай Хасиев обрел ровно 45 лет назад. Здесь же вместе с ним похоронены и очевидцы тяжелых событий столетней давности. В 1919 году, став на пути армии Деникина, жители селения Инарки приняли на себя смертельный удар. О нелегких испытаниях, выпавших на долю деда, Хаджимурат Хасиев узнал от отца. Внуку застать его живым так и не удалось. На память осталась лишь одна фотография. В тот день, когда войско Деникина подошло к селению, Малаю Хасиеву было всего 18. Через 22 года Малай стал свидетелем событий еще одного противостояния – Великой Отечественной войны. На фронт вместе с ним отправился его младший брат Увейс. С войны он так и не вернулся, пропал без вести, а вместе с ним и другие родные. После войны Малая Хасиева, как и всех спецпереселенцев, отправили в Среднюю Азию. Все это время он думал о затерявшихся родных и о том, как они переносят тяготы депортации. О сыне Беслане он даже не знал, пока тот сам не разыскал его через 20 лет, делится Хаджимурат Хасиев. В том же 61-м они все вместе приехали домой. Пришлось заново обустраивать быт. Привезли с ссылки вещи, которые достались еще от предков. Их хранили в семье Хасиевых почти 3 века. Ковшины, утюг, жернова, где изготавливали муку. Совсем скоро эти вещи Хаджимурат надеется отдать в дар музею, ну а добрую память о дедушке передать своим внукам и продолжать эту добрую традицию и дальше. Помнить и чтить своих героев – долг каждого, уверен мужчина. Дана Плиева, Марбек Миржоев, Новости 24. В Плиеве завершается строительство школы. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 720 мест. Здание трехэтажное. Объект возводится в рамках нацпроекта «Образование». Тамара Хашагульгова с подробностями. На своих местах все окна и двери, смонтированы розетки и перегородки, а это значит только одно, говорят строители. Школа на 720 мест готова на все 95%. Сейчас идут мелкие отделочные работы, покраска стен, установка мебели и монтаж перил. Отопление, водоснабжение, канализация полностью связаны между собой. Возводить школу начали еще в середине прошлого года. Просторные актовые, спортивные и читальные залы, столовая и 40 кабинетов. Согласно проектной документации, трехэтажное здание будет отвечать всем современным стандартам. Очень многое мы проделали. Вот этот спортзал уже готов у нас. У нас актовый зал готовый. У нас заканчивается пищеблок. Мы завезли оборудование. Готовы школы не только изнутри, но и снаружи. Прилегающую территорию облагородили, проложили тротуарную плитку, асфальт, организовали парковку. Важный вопрос. Малая детский садик дает уже. Их юз. Должен там узваж, юрт, наха, ахтуд дождь. Ержихими не кисти бы назрание удер, кача удер. Не только развиваться умственно, но и физически. Во дворе школы площадка для занятий мини-футболом, баскетболом и теннисом. В сельском поселении численностью более 15 тысяч человек, 4 школы. Это станет 5-й и поможет снизить нагрузку на остальные. Ну а пока во второй Плиевской в тесноте, да не в обиде. Школа у нас небольшая. Рассчитана школа на 320 мест. Обучается в ней на данный момент 967 учащихся. И мы в этом году просто вынуждены были перейти в 3 смены обучения. Конечно, не хватает посадочных мест в школе.
То есть в одном кабинете это занимаются уже у нас по 3 класса. К тому, что последний урок теперь будет заканчиваться только в 9 вечера, ни педагоги, ни школьники оказались не готовы. Но с мыслью, что придется подождать, смирились. Тем более, что ожидание окупится с лихвой, считает и Хава Котеева. Открытие новой школы ждет с нетерпением. В старой школе немного тесновато. Думаю, в новой школе будет много места и всем будет удобно. В переполненной школе учащиеся будут находиться еще как минимум 2 месяца. Строители обещают сдать объект уже в декабре. А это значит, что новая четверть у ребят начнется в стенах нового здания. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. В Гамурзиеве завершена реконструкция старинного родника. Около 170 лет непрерывно он является источником чистой питьевой воды. Рабочие трудились 3 месяца, чтобы обновить эстетический вид водного объекта. Работы провели в рамках реализации программы «Городская среда». Репортаж Муслима Ганиева. Место, которое притягивает жителей Гамурзиева около 170 лет, сегодня празднует свой 2-й день рождения. Теперь на территории родника можно не только выпить чистую воду, но и провести свой досуг. Кстати, вода здесь холодная круглый год. Родник был построен еще в середине 19 века религиозным деятелем Устазом Кунта Хаджи Кишиевым. Около 15 лет назад его обновили, но таких масштабных работ здесь не проводили никогда. Взяли, обустроили и полностью все мероприятия, которые мы здесь наблюдаем, это сделано за счет программы «Городская среда». От прежнего объекта остались только источники. Появились новые лавочки, 2 навеса и проложили полностью освещение. Около гектара территории родника сейчас просто не узнать. По периметру всего объекта построили новый забор. Отныне животным сюда вход закрыт. почти каждый ход амалию дичкана новый хамаш хамаяли строим материал хоза хадиш лампажи гай хоз далсадо дэгди хачая бог бяхкачар маснины. При строительстве родника учли все особенности национального колорита. Отделка здесь из декоративного камня. В старину родники выглядели именно так. Этот объект успели облюбовать местные жители. Особенно много здесь молодежи. Очень красивое место, как по мне. Эстетичное, красивое. Возможно, поболтать там на скамейках, посидеть после школы, учеба, отдохнуть здесь. Этот родник также является местом совершения ингушской традиции нускал-хетнахкар, как знак создания новой ячейки общества. Некогда бывший обязательным языческий ритуал сейчас потерял религиозный подтекст и совершается просто в знак сохранения традиций. Муслим Ганиев, Мирбек Миржоев, Новости 24. Болеем за нашего земляка. Профессиональный боксер Али Измайлов проведет очередной 28-й поединок в Минске. Противостоять ему будет Руслан Файфер. За 2 зрелищных боя ожидают и поклонников ММА. В начале декабря в октагон выйдут Селим и Мавсар Евлоева. Наш корреспондент Идрис Ижиев расскажет обо всем подробно. 14-0. Такой результат мечтают увидеть в рейтинговой строке Мавсара Евлоева российские болельщики ММА после очередного турнира UFC в декабре. Боец смешанных боевых искусств успел продемонстрировать силу, с которой приходится считаться каждому сопернику, как в стране, так и за ее пределами. Бой с американцем Нейтом Ландвером обещает быть самым сложным в карьере ингушского файтера. Ведь соперник, несмотря на 6 поражений, имеет в активе более 20 профессиональных боев. Выступить в Лас-Вегасе перед тысячами любителей ММА – мечта каждого бойца. Мавсар не исключение. До этого под эгидой UFC он боролся в России, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах, выиграв все бои единогласным решением судей. Из-за пандемии коронавируса тренировки пришлось корректировать, но результатом Мавсар и тренеры довольны. Зал был довольно хорошо заполнен спортсменами и были очень хорошие спарринг-партнеры. Первоначальный этап подготовки Мусор прошел в Москве и затем уехал в Америку, один из самых лучших залов мира, American Top Team. Это зал находится в Майами, где тренируются такие большие спортсмены, как Хорхе Масвидаль, Дастин Порье и много-много успешных спортсменов, которые делали большие результаты. Если сказать по общей подготовке, Мусор очень хорошо подходит к бою, чувствует себя очень хорошо. Также наравне с бойцом UFC к поединкам готовятся ингушские файтеры Селем Евлоев и Али Измайлов.
Младшему брату Мавсара предстоит одолеть казахстанского легковеса Азамата Маркабаева, в активе которого 3 победы подряд. Турнир JFC 30 пройдет в Москве и станет для Селема 6-м выступлением в карьере. Боец уже успешно прошел все тесты и полностью готов к соревнованию, которое состоится в начале декабря. А вот Али Измайлову предстоит выступить уже сегодня. Его соперник – опытный Руслан Файфер. 10-раундовый поединок состоится в столице Белоруссии. Накануне боксеры успешно прошли процедуру взвешивания. Сейчас на счету Али 27 профессиональных боев, 25 из которых победные. Не так давно спортсмен одержал победу над эстонским боксером Павлом Махтиенко. Успех в очередной встрече поможет бойцу продвинуться в профессиональном рейтинге. Российские поклонники бокса и ММА с нетерпением ждут поединков наших профессионалов. Особенно будут переживать за своих земляков в Ингушетии. Пожелаем удачи Евлоевым и Измайлову и самое главное – обойтись без травм. Идрис Ижиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.